пчелка Лея и 3 капли меда. В один теплый вечер, когда солнце уже спряталось за горизонтом, Тимми устроился на широком корне старого дерева. Он поправил свое пенсне и тихо открыл карман пальто. Из него выпал небольшой листочек, свернутый в аккуратную трубочку. На нем блестели 3 капли меда, золотые и теплые, словно маленькие солнечные лучики. А вот и она, сказка, в которой всего 3 капли, но каждая настоящее чудо, прошептал Тимми и начал рассказывать. В улье, где жужжание пчел звучало как нежная песня, пчелка Лея получила особенный подарок. Старшая пчела вручила ей листочек с 3 каплями волшебного меда. Это мед первого весеннего цветка. Он наполнен силой добра. Подари его тем, кто нуждается в помощи, сказала она мягко. Лея вздохнула. А если я не пойму, кому помочь? А если мне самой понадобится немного? Слушай свое сердце, ответила старшая пчела. Оно подскажет. Под кустом в высокой траве пищал маленький птенец. Он выглядел испуганным и дрожал. Я зову маму, но мой голос слишком тихий, она не услышит. Лея аккуратно капнула первую каплю меда ему на клюв. Птенец вдохнул и вдруг закричал «Мама!». Мама прилетела быстро, словно теплый солнечный ветер, и нежно обняла птенца крыльями. Лея полетела дальше. На тонкой ветке сидел маленький паучок, грустный и растерянный. Я плел паутинку всю ночь. Она была идеальная, но ветер все порвал. Лея капнула мед на обрывок паутинки. Ниточка засветилась, и паучок улыбнулся. Значит, можно попробовать снова. Поздно вечером Лея увидела светлячка, который больше не светился. Я больше не горю. А вдруг мой свет никому не нужен? Она долго смотрела на него, а потом осторожно капнула последнюю каплю меда на его крылышко. Светлячок вспыхнул мягким светом, как первая звезда на ночном небе. Может, кто-то сейчас ищет свет. Я попробую светить снова. Лея вернулась в улей. Листочек опустел, но внутри у нее стало тепло. «Ты отдала все, — сказала старшая пчела, — и получила гораздо больше, чем могла представить», — тихо ответила Лея, чувствуя тепло в сердце. Тимми свернул листочек обратно и спрятал его в карман с ромашковой пуговицей. Чтобы сотворить чудо, не нужно быть большим, нужно просто быть внимательным, тихо сказал он, глядя, как на небе загорается первая звезда. И пока свет в лесу медленно угасал до утра, сказка снова уснула в его кармане, чтобы однажды вернуться к тем, кто ее ждет.